Первый объект, открытие которого посетил президент, детский сад Амзара в Пицунде. Он открылся после многолетнего ремонта. Символическую красную ленту перерезал сам глава государства вместе с детьми. В торжественной церемонии также приняли участие глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш, министр просвещения Хана Гунба и депутаты парламента. Данный объект являлся одним из главных долгостроев города. Ремонтные работы здесь велись более 8 лет. Завершить масштабную реконструкцию удалось благодаря российской финансовой помощи в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Общий объем капитальных вложений составил 102 миллиона рублей. Ход и качество работ на финальном этапе лично инспектировал глава государства. Современное двухэтажное здание отвечает всем образовательным и санитарным стандартам. Детсад рассчитан на 6 групп. В общем, до 120 детей. Просторные помещения полностью укомплектованы мягкой мебелью, развивающими игрушками, а пищеблоки и медицинский кабинет оснащены новейшим оборудованием. Руководителем нового дошкольного учреждения назначена Мирабелла Квачахия. С 2013 года шло строительство, дошло до сегодняшнего дня. И сегодня, слава богу, при поддержке президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича это все активизировалось и приобрело тот вид, который сегодня вы видите. На сегодняшний день функционирует только один садик, и это данный садик второй. Он по вместительности намного больше, чем тот, наш соседний Алашара. Но дело в том, что у нас не только в Пицунде, у нас есть дети с ближайших районов. Это Алахадзе, это Лдза, это, здесь другие районы, Молочный район. То есть у нас очень много детей, и, конечно же, нам прям очень, как воздух, необходим был еще один садик. Далее президентская делегация направилась в село Багрыбш, где состоялось торжественное открытие восстановленного детского сада Ашана. Масштабный проект по реставрации здания был реализован силами армянской общины Абхазии совместно с администрацией Гагарского района. Общая стоимость работ составила 25 миллионов рублей, из которых 2 миллиона были выделены напрямую из муниципального бюджета. Строители полностью обновили конструкцию здания, установили современное кухонное и учебное оборудование. Обновленный садик возглавила Саида Пандалеон. Детский сад Ашана рассчитан на 2 группы и сможет принять 40 воспитанников. Я очень рада, что садик открывается. Мы долго ждали, честно говоря. У нас 2, мы очень ждем. И вот очень рада, что откроется наш садик. Очень долго ждали этого момента. А до этого детей здесь некуда было отправлять? Нет, вообще некуда, потому что у нас далеко ехать. В принципе, даже и до Гагры или до Гандяди, допустим, к слову. А вот то, что здесь рядом, очень удобно, можно и пешком, в принципе, переходить. В ходе рабочей поездки в Гагарский район президент Бадра Гунба посетил учебно-научную базу Абхазского госуниверситета в селе Багрыбш. Здесь в настоящее время проходят летнюю производственную практику студенты факультета биологии и биомедицины. Следующим пунктом визита стал детский лагерь «Апейпш», развернутый на базе Гагарского лицея-интерната. Проект организован по инициативе Министерства просвещения. Гостей здесь встретили яркими национальными песнями и танцами. Глава государства тепло пообщался с ребятами, педагогами и воспитателями. Он отметил важное значение этой инициативы для всестороннего развития подрастающего поколения. А в завершении встречи у каждого участника лагеря была возможность сделать памятную фотографию с президентом. Мы очень хотели с детства попасть в лагерь. Вот в этом году мы со своим классом приехали вместе с девочками в этот прекрасный лагерь. Нам очень здесь нравится. А вы танцами национальными занимаетесь или вас здесь обучали? Мы занимаемся национальными танцами в группе ансамбля Ашара, старшей группе. Дети всех районов Абхазии представлены у нас тут в лагере. У нас развлекательная программа. Утро начинается с разминки,
потом завтрак. У нас приезжают из Сухума люди, читают лекции разные, вот, по музыкальные инструменты абхазские народные игры, экологические разные квесты. Дети вот таким образом получают здесь, ну, как бы и отдых, и образовательная вот сторона. На море они ходят 3 раза в неделю. У нас это в программе. В этот же день в Гагре состоялось еще одно знаковое событие. В эксплуатацию ввели новый детский сад «Абырлаш». Строительство и обустройство этого важного социального объекта полностью финансировалось за счет средств местного бюджета. Открыли детсад праздничными номерами, которые подготовили сами малыши. На реализацию проекта из бюджета Гагарского района было выделено 60 миллионов рублей. Работы на объекте велись с начала 2023 года. В результате в городе появилось современное комфортабельное здание, полностью готовое к приему воспитанников. Оно укомплектовано всем необходимым образовательным, игровым и бытовым оборудованием. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 4 группы и сможет принять 80 детей, что позволит заметно сократить очередь в детские сады города Гагра. Руководить новым детским садом «Абырлаш» доверено Нали Ласурия. يتشن خاصة بتشوفه في وجباتها خيتي شكله خطابة بالحقله بيعرف الزاوية عقا خوفة صرتتفي شتن كل يشتخو يرياسني يغض مصدري شتن كل يشتخنا وجباتها يتخو يا رزق أي فرش رزق نري هذا فلاشها زمست وجباتها وصوري فرش رزق شتن كل يشتخني يرجلو. В Гагарском районе завершился первый этап реконструкции главного променада, пострадавшего от разрушительного шторма. Строители восстановили 1700 метров набережной, заменили инженерные сети и установили защищенное от морской соли освещение. На это направлено 136 миллионов рублей. В планах продления променада еще на 900 метров с возведением 2 пешеходных мостов и благоустройством. Затем итоги работы района обсудили на совещании. За первое полугодие 2026 года налоговые поступления составили более 714 миллионов рублей. При плане более чем 644 миллиона. Сверх плана в бюджет поступило около 70 миллионов рублей. За 6 лет работы администрация района увеличила заработную плату бюджетникам района в среднем почти на 113%. А в денежном выражении это 294 миллиона 300 тысяч рублей. За годы работы нам удалось заместить сумму субсидий своего бюджета в размере 111 миллионов рублей. Разовая адресная материальная помощь, оказанная 269 гражданам на общую сумму 18 миллионов 700 тысяч рублей. А всего за период с 2020 года число людей, которым была оказана адресная материальная помощь, составляет 3471 человек на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Впервые в этом году район предусмотрел бюджет доплаты в размере 100% к республиканским пособиям в сумме 18 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительные пособия коснулись многодетным семьям 683 семьи, одинокие матеря 221 человек, участники Афганистана 30 человек, участники Великой Отечественной войны народа Абхазии 30 человек. На реализацию программы по ремонту крыш 12 миллионов рублей. За предыдущие годы мы произвели замену кровель практически во всех государственных образовательных и культурных учреждениях нашего района на сумму 93 миллиона 300 тысяч рублей. Сегодня мы меняем кровли многоквартирных домов в городах, делаем капитальные ремонты кровель по обращению граждан из сел. В первую очередь это многодетные семьи и семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
На реализацию программы поддержки села предусмотрено 12 миллионов рублей. В этом году и всего районным бюджетом было поддержано 55 проектов на общую сумму 24 миллиона рублей. И в связи с тем, Бадр Зурабович, что вы объявили этот год годом села и дополнительно, помимо республиканской программы поддержки сельского хозяйства, распорядились направить по 1 миллиону рублей на каждое село, мы со своей стороны от района вместе с депутатами собрания района решили, что сделаем такую же доплату в виде 1 миллиона рублей каждому селу. О проделанной работе также рассказали замначальника Гагарского УВД Тихон Ардзинба и прокурор района Омар Хагба. Раскрываемость преступлений выросла до 92%. Зарегистрировано 65 преступлений, из них раскрыто 60, что составляет 92%. За аналогичный период было зарегистрировано 58 преступлений, из них было раскрыто 48. Как и в предыдущие годы, основными видами преступлений являются кражи чужого имущества, незаконный оборот наркотиков и дорожно-транспортных происшествий. Подводя итоги поездки, президент Бадра Гунба поблагодарил администрацию района, депутатов и республиканские ведомства за слаженную работу, а также обозначил сроки решения ключевых инфраструктурных проблем. Уважаемые коллеги, я знаю, что в Гагарском районе огромное количество проблем, в том числе и проблем, связанные с водоснабжением, с полигоном, расположенным на территории села Алахадзе, вопросы, связанные с реконструкцией КНС. Каждая из этих проблем находится в ведении и под контролем нашей деятельности. Я буквально в начале года побывал в районе еще раз. Мы посмотрели ситуацию, связанную с обеспечением водой города Гагра. Ну, скажу откровенно, 12 лет с 2012 года мы занимаемся реализацией программы по водоснабжению города Гагра. Откровенно говоря, даже стыдно уже. Стыдно, что на протяжении этих 12 лет мы эту работу завершить никак не можем. Буквально недавно была запущена первая станция. Наверняка многие из присутствующих знают. Станция заработала. Следующий этап у нас запуск второй станции. И от нее уже 18 километров магистралей, которые необходимо привести в порядок. Вот мы 14 лет работаем над тем, чтобы водоснабжение было обеспечено. Оказывается, что в итоге, когда мы сейчас подошли уже к завершению, что ряд коммуникаций вообще отсутствует. Ну, откровенно говоря, это, если сделано осознанно, то как назвать, наверное, представители прокуратуры больше знают, как это квалифицировать. Но такое отношение к городу, я считаю, несправедливым. Поэтому мы поставили задачу коллегам реализовать и закончить реализацию этого проекта в текущем году. Мы обязательно последовательно и запустим остальные, насосные станции. Но у нас появится новая проблема. Это распред системы и разводы уже в самом городе. Это уже следующий этап, над которым нам надо всем вместе, Львович, подумать. Самое главное, чтобы мы сейчас концептуально запустили в магистрали воду и дальше по возникновению определенных сложностей будем совместно решать. Что касается полигона, проблема довольно-таки уже давно мешает горожанам, жителям района жить комфортно, тем более тем, кто живет рядом. Прекрасно все помним возгорания, которые были ежегодные, как это влияло на экологическую обстановку и туристический в целом фон. Буквально в прошлом году мы перед собой поставили задачу сделать все, чтобы с условием применения новых подходов, чтобы полигон у нас не горел. В прошлом году нам это удалось сделать. В этом году, к сожалению, одно возгорание у нас было несколько дней.
Сейчас оно локализовано, но в целом решение этой проблемы остается очень важным направлением. Мы привлекли специалистов, экспертов, которые дали нам уже свои заключения. Значит, более того, сегодня они находятся на территории Абхазии, опять-таки, в том числе по просьбе Юрия Львовича, изучаем новые места, чтобы этот полигон перенести на другое место. Считаю, и как тогда говорил, еще на предвыборной кампании, на встрече с жителями Алахадзе, я думаю, где-то порядка 2–2,5 лет нам понадобится не полностью там решить эту проблему, но хотя бы найти новое место, куда мы могли бы уже на другом уровне, как говорится, обрабатывать те отходы, которые появляются в районе. Глава государства подчеркнул, что достигнутые районом результаты – это итог слаженной совместной работы Гагарской администрации, депутатского корпуса и республиканских властей. Гугу Цавардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.